Переболевшие коронавирусом имеют повышенный риск развития туберкулеза. Такое заявление опубликовал Минздрав России в начале февраля нынешнего года в обновленных методических рекомендациях по профилактике и лечению коронавируса. Впрочем, пугаться раньше времени не стоит, поясняют врачи. К примеру, в Ингушетии за все время с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая заражения туберкулезом на фоне ковида. Короткий период, нашего наблюдения еще года нету, как мы стали болеть коронавирусной инфекцией. И такой статистики, в общем-то, что ухудшение, по крайней мере, по нашему региону мы не можем сказать. Вопрос о прямой взаимосвязи между инфекциями коронавируса и туберкулеза, несмотря на заявление Минздрава, остается спорным. По словам врачей, любая пневмония, а особенно ковидная, ослабляет организм. И дело даже не в поражении легких. Человеку просто не хватает витаминов и полезных веществ, поскольку все это было истрачено на борьбу с вирусом. На таком фоне палочка Коха, которая дремлет внутри абсолютно у всех, вполне может перейти к активным действиям. Любой срыв иммунитета может привести к подобным последствиям. Вот эти люди, которые из группы риска, они должны проходить обследование, обязательно флюорографическое обследование. Кто-то в год раз, кто-то два раза в год должны проходить флюорографическое обследование. Если это дети, подростки, то помимо лучевого обследования, они должны проходить еще обследование иммунологическими пробами. Так мы называем диаскин-тест, проба Манту, диаскин-тест. По мнению профессора кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергея Бабака, если бы степень поражения легкого влияла на риск заразиться, то туберкулезом болели бы очень многие пациенты, перенесшие коронавирус в тяжелой форме. Однако медики этого не наблюдают, ведь при ковиде легкие поражаются не бактериями, а вирусом. И едва он покидает организм, легочная ткань постепенно восстанавливается. Туберкулез после перенесенного коронавируса может развиться у тех, кто и раньше был к нему предрасположен. У человека был ослаблен иммунитет, он плохо питался, резко похудел. Чтобы уберечься от заразы, важно дать своему организму восстановиться после коронавируса. Как говорят врачи, на реабилитацию в среднем уходят 2-3 месяца. Нужно делать дыхательную гимнастику, как можно больше двигаться, ходить, плавать. Или еще лучше отправиться к морю. Но только изнурять себя тяжелыми тренировками тоже нельзя. Можно сказать, что ситуация складывается с точностью до наоборот. В зоне риска находятся люди с уже поставленным диагнозом туберкулез. Если они заболеют ковидом, то в разы повышается риск летального исхода. Наших пациентов, которые состоят на учете, коронавирус перенесли 5 человек с активным процессом, по крайней мере, те, кто обратились к нам. У этих пациентов было сочетание туберкулез и коронавирус. Но я бы не сказала, что течение коронавируса ухудшило их состояние по туберкулезу. По идее, казалось бы, это должно быть так, но на практике этого не произошло. Возвращаясь к ковиду, гораздо более распространенное осложнение, встречающиеся среди переболевших вирусом, тромбы и в целом проблемы с сосудами. Изначально самое опасное – это для тех, у кого есть сосудистые заболевания, заболевания крови, у кого несостоятельность в плане предрасположенность к тромбообразованию. В первую очередь для этих людей это опасно. Врачи выдвинули предположение, что коронавирусная инфекция дает общее для всех осложнение – нарушение работы центральной нервной системы. Все это результат ослабленного иммунитета, который будет сохраняться еще несколько месяцев после выздоровления. Антитела от ковида, к слову, тоже сохраняются только на определенное время. Человек, переболевший коронавирусом, у него начинают образоваться антитела. Сроком максимально где-то до 6 месяцев. Но это все относительно, потому что у каждого человека свой иммунитет, свой организм, и реакция организма у каждого индивидуальна. Если говорить о минимальном сроке, может быть 3 месяца, у кого-то до 3 месяцев, но максимально до 6 месяцев. Сильный и продолжительный иммунитет формируется только у 7-8% переболевших ковидом. Как говорят врачи, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.